Личность в фокусе. На радио «Спутник. Южная Осетия». Биография тех, кем гордится Осетия. Невероятная грациозность, красота пластики, воздушные движения. Так танцевала первая профессиональная осетинская балерина Аврора Газданова. Мало кто знает, какие испытания выпали на хрупкие плечи этой балерины. Аврора была гимназисткой и училась в Москве. Однажды она впервые попала на балет. Разворачивавшееся на сцене действо так увлекло девушку, что та решила непременно стать балериной. Чтобы учиться балетному искусству, Аврора бросила гимназию, конечно же, втайне от семьи. Шло время, мастерство Авроры росло. Девушка стала популярной в балетных кругах. Зрители начали узнавать ее. Тогда-то она и стала выступать под псевдонимом Аврора Троянова. Знакомые удивлялись. К чему эта вуаль загадочности, тайны и скрытности? Ответ был прост. Родители Авроры были строгими и консервативными. С детства они прививали дочери скромность и стыдливость, присущую осетинским девушкам. Аврора понимала, что семья не одобрила бы ее профессиональный выбор. Поэтому училась тайком, поэтому взяла псевдоним. Однажды Аврора приехала на гастроли во Владикавказ. Концертная программа по обыкновению проходила идеально. Однако среди зрителей в зале сидела семья Авроры. Родители, узнав дочь, танцующую на сцене в откровенном костюме, демонстративно покинули зал. С тех пор балерина никогда не возвращалась домой. Она уехала в Париж и там, в городе влюбленных, жила до самого конца. Судьба отвела Авроре Газдановой совсем немного времени, но этого времени ей хватило, чтобы стать узнаваемой и талантливой балериной, чтобы стать первой балериной Осетии, чтобы открыть дорогу плеяде именитых артисток, чтобы стать примером красоты и стойкости, силы и смелости. Помним, чтим, гордимся.